Оно Герке верит, он. В следующий раз меня берут на плечи. Тогда снимай. Ой, нас снимают, а мы не видим. Здравствуйте. Не чаще потом. Еще не все пришли. Мы один раз. А что, пока долезет и обратно? Там что-то хотят сказать. Ага. Значит, все-таки надо пополам делать, это скажу сразу. Не больше, чем 20 человек одним разом. На 30 делаем так по 15 и 15. Все, наверное, не пойдут. Но я сразу не пойду. Это гора, их тут 3, эти высоты вот на таком месте. Мы сейчас на парке Мэки. Это в переводе, но парке Мэки, парковая гора. И вот здесь вышка. И наоборот, получается, первая самая, которая к западу, это Торни-Мэки, а там Торни-Йона. Здесь давно уже было, и говорят, что даже первое в эстонское время было, но это вот сломалось, теперь совсем новое, кто войдет наверх, сами видите. Эти бои в 1944 году шли во всех бои, ладно, поймут. Да, всех 3 этих горах, да. Кайват, куда на окопы, вот здесь окопы, потом мы отсюда едем к этому мемориалу, где, вот там увидите, этот мемориал сделан в честь Второй мировой войны всем погибшим. Не так, как говорят, что вот там одни фашисты туда ходят. Нет. Вот этот мемориал посмотрим. Потом еще там кладбище вот старое. Я там расскажу, покажу дорогу, где была церковь Вайварская. Одна из красивейших церквей вообще в Эстонии, первое эстонское время. Как-то к нам в общество я возьму открытки с собой. Там покажу. И самый последний, это гора. Там тоже такие ямы. Вот, и говорят, что там где-то спрятан этот склад. Правда, скелет как-то давно еще, первый, там нашли, но склада нигде не нашли. Да, да, и это, no ütle siis niimoodi ära, minu vene keelt paranda, tõlgi. See ei ole midagi. Очень красивые горы. Почему вот они, самые начальные названия, Sinised mäed. Синий гора. Да, Sinised mäed. А потом мы уже делали Sinimäed. Вот так. Англичане, естественно, немцы. Нет, да? 30 человек имеет право тут быть. А между платформами по 20. А на лестнице 10. А, на русском тоже написано. Да. И по-английски. А может быть я китаёшка? Что-то не видно больше тут желающих до нас добраться. Идут. Идут медленно. Это мы тоже медленно. У меня цель была. А как прямо не смотреть, у меня колени трясутся. А вот так что Да, так смотреть, колени трясутся. Да. А так смотреть, красота. А это сколько до моря? Вот это расстояние? 3, 4? Не знаю. Глазомер есть? Нет, у тебя тоже нет. А там надо почитать, там написано. Там сколько?
Ну почитаем, там внизу где-то есть написано. Надо посмотреть. Ларисочка тут снимает. Se on rohtu minullekin siis, sitä Tatjana ei. А вы отдельно фотографии не делаете? Mä olin nyt kaikki. Мне нравится, как Соломея хорошо. За природу, Ближе за к все, Соломе. красоту эту, Да. за все. Ну, это Соломя, я думала, это народу. Ну, как она No там... što? Его лифта тут не сделают. Ага, еще и лифт. Копи деньги. Да. Далеко еще. Это ты еще наверху не была? Нет, они там слушали. Интересно рассказывали. Но тут тоже вид хороший, вот отсюда. Очень даже хорошо. Я устал. Ну, неплохо получилось. Мы на Нарву, напротив Ядура, если окрылили. Отсюда приехал. В Ивангороде в своем собственном доме. Так что это была полиция. А вот здесь норвежцы, вот еще отдельно вот они приезжали, поставили, а эти камни вот наши. А это вот реставрировано окопа. Поставили. Ну это вот для погибших вот. Так, кто еще не слышал, вот это самые главные бои здесь, вот на этой горе. И здесь вот вокруг все, и вот туда можете идти немножко, тоже там видно вот эти окопы немножко, там полностью. И спрашивали, здесь могил нет, поэтому и сделан этот мемориал, что невозможно все выкопать. Тут сотнями тысячами люди погибли. И разного этого, ну, национальности и все. Вот как я говорила, там то немцы брали Зимний город, то Красная армия вот так вот шла. И говорила, кто еще не слышал наверху, что здесь кругом болото, там море, некуда. И вот именно
сражение шло и с этой шоссе. Идем сюда, к вот этой доске. Подойдите как-то. Пойдем дальше. Видите, какой границ здесь. Вот это речка, которая вот идет там через Хайвар, это начинается с озерка. Идет сюда. А это еще отдельно Лангевоя. Вот такая маленькая речка Лангевоя. Мало воды. Так, наверное, мало. Нет, мы посмотрите туда налево, какая красота. Вот видите, вот мы вот сюда наверх пойдем, и оттуда да. И вот только не падать туда, там очень высоко и это скользко, серьезно. Когда много воды, Какая красота, идите. Неожиданно, главное, да? Неожиданно. Едешь, вроде никаких. Калина идет и вот эта маленькая речка. Красиво, прямо декоративно. Все, обратно. Кто-то плавает. Ну, красиво. Очень. Да, и если вот сильная вода идет весной, это вообще. Тут лебедка мешает, а вон не видать. Sinule kullast süüdan, osta kord tahtsin maha, sest et sa olid minule kallis, sest et sa olid hea. Suvel, kui tahtsin sind näha, kuulda veel korra su hääl.
osta kord tahtsin maha, sest et sa olid minule kallis, sest et sa olid hea. Suvel, kui tahtsin sind näha, kuulda veel korra su hääl, ostsin südame puhtamast kullast. Ладно, не трать пленку. У меня ее много. Той лестнице молодожены, там были 2000. Если у кого вопросы, то что я знаю, это военная вышка, военное было заведение. Как сейчас, не знаю. А может там уходите? Экскурсион ждет. Nii, see on, kes meile nüüd räägib, proua Salle. Tere! Minna, Kus see russikivi on? See jääb siit edasi sinna joa poole. Ja siis on meil kiviekspeditsioon, kus te saate ka jalutada, et kui nüüd sealt, võib-olla kui mõisas nüüd tuleme, siis saategi otsa sinna poole minna. Aga siis, mis meil siis põhiliselt on meil siin majutus. Majutus on nüüd 3 majas, suvel ka 4 lausa. Siin on siis hotellimaja, kus on siis spa ja hommikusöögirestoran. Et kõik majad, ükskõik kus majas siis ööbite, siis hommikusöök on siin majas. Siis torni nüüd tegime eelmine aasta 2 tuba. Üks on Sunset Suite, mis läheb siis sellise, koosneb siis nagu 2 toast. Ühe peal on siis siuke mõnus terrass, kus saab nautida väikesed loojangut. Ja siis teine tuba on siis kööginurgaga. Виктор, давай попробуем постель. Да, нельзя. Платить надо. Я не взял с собой денег. Как это так? На двоих 105. Еще и диванчик. Обзор. Обзор. Reklama. Jah, et lõviste puhul nüüd nende üks järel tuli ja siin on olemas monument, kus on 3 põlvkonda, põhineb just. Мы сюда едем. Да. Kraavjate ja fotograafia. No näha on, et väga ilus on ja selle muru peale võib tulla. Loomulikult. Üks oli siis Šakov. Leslie. Ja vaat siis ongi Šakov ja Leslid ja löövised ja siis nüüd on need akaasid.
võime siit edasi julgesti minna siin esimesel korrusel saama. Valitseja see oli siis Saksa. Oli Saksa perekond üldiselt, nende viis. Ja nende järeltulijad käivad siin. Neil sõja põhjendused ära. Neil on rohkem müügid siin. Ja on ikka. Need on neljast. Еду подавать. Это хозяин, дочка и жена. А мы selle ruumi nimi oli? Šotisaar. Это здание называется Шотландский зал. Ja küsivad veel, et üks ümmargune Для совета? Sellised ümarlaua pidamiseks. Kuidas? Et ümarlauda koosolekut nagu No ikkagi aga Kes on Ville? Kaunistuse. No это все знает. Смотрите, какой здесь рисунок. Война. See on äkki meie mõisaliin ja Я лечу к тебе, коль не vrel ja seal oleme vaid ainult me koos. А это жизнь, это karma. Привет, город Narva. Ja mu väike vennelanne tead, ma satan siia harva siis, kui Balti jaamast välja läheb. Südalinnas agulis, mu tunded kinni vagunis. Ma esmapilgul nägin ainult seda sinu tagumisse. Рабакиви. Почему у вас в Эстонии там то-то? А я говорю, а потому что солнце плюсное работает.
lend aitas kaasa Nõukogude. А вот здесь вы тоже уже были, да? Вот это видели? А я уже видела. И на следующий день сюда приехали, после того, как открыли это все. Это окошко, это переселение. Татьяна, только не улети. Ну как у тебя вернуться, чтобы снова фото было? Вот сюда, вот. На это просто? На белое просто. Вот первая удача. Ну, первая удача. Да, все на побережье. Куда эмигрируете, Людмила? Вот, пошли, я вас угощу. Пошли. Ой, какая была. Тут лучше не трогать, отлично. Не глубоко. И дорожка. Конечно. И просто все, Татьяна, тебе не повезло. Но я переверну сейчас. Это до Нового года резервировано? Неизвестно. Живут на втором этаже. А вот внизу эти подсобные все помещения. И со второго этажа хорошо видят тоже, если враги идут. И рыболовлем занимались. Что ты там Естественно, нашел? сами рыбу готовили. И куда? Есть такое, мы были. И ты обязательно должен снимать. Ну, такие кадры. Слушай голос. Вот обратите на ширину стен. Стену вот. Окна какие, да? Там можно прятаться, ну, от атомной войны. Внизу скот держали. Наверху, там в середине люди жили, а сверху стреляли. Как там это было, когда враги пришли. Ну и на втором и третьем этаже Это тоже требует. было. Тоже молодец. Это тебе это 10 евро, тебе все. Интересная такая штука. Чему посвященная такая альтернатива?
И все, Вообще у них что-то есть, да, что показать. есть, и вина свои есть. Да, мы вот были очень интересно внутри, очень по-старинному эти залы еще как-то.